К концу 2024 года в Коми должны появиться 2 объекта обращения с твердыми коммунальными отходами, которые будут обслуживать Сыктывкар и Ухту и близлежащие к ним районы. Сегодня Министерство природных ресурсов региона ведет работу по выбору оптимальных площадок для размещения комплексов. Совместно с экспертами, экологами и представителями общественности отобрано 15 вариантов. Впрочем, последнее слово будет все же за жителями. Ксения Лосева продолжит. 5 из 9 ныне действующих полигонов ТКО в Коми в скором времени могут быть закрыты. Речь идет об участках в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Инте и Усинске, которые расположены в 6-й подзоне при аэродромной территории. Сложившаяся ситуация характерна для многих регионов России. Республика была одной из первых, кто приступил к переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Основное, на чем стоит сконцентрироваться сейчас, считают эксперты, это воспитание культуры обращения с отходами у населения, а также строительство объектов обработки отходов. Один из таких комплексов и полигон ТКО предполагалось построить в Эжвинском районе Сыктывкара. Однако идея не прошла общественные обсуждения. В декабре прошлого года глава республики провел встречу с местными жителями, где объявил о том, что решения о строительстве мусоросортировочных комплексов будут приниматься только после детального анализа, заключения экологов, а также с учетом мнений общественности. По поручению главы республики Минприроды Коми организовала подбор альтернативных вариантов земельных участков. Поступили предложения по выбору участков всего 15 вариантов. 7 по Южному кусту – это Сторожевск, площадка Дальняя в районе Мандыча, Соколовка, Зеленец, Иб, Кайгородок и 1 площадка на землях лесного фонда. 8 предложений поступило по Северному кусту. Эти варианты тщательно рассмотрели профильные специалисты Минприроды Коми вместе со специалистами администрации муниципальных образований, надзорными и природоохранными ведомствами. Согласно территориальной схеме обращения с отходами республики, к концу 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию 2 объектов обращения с ТКО. Они будут обслуживать Сыктывкар, Ухту и близлежащие к ним районы. В ближайшее время будет проведена работа по выбору конкретных мест из предложенного списка. Особое внимание при строительстве будет уделено не только выбору места, но и технологии. Заявление Министерства природных ресурсов уже прокомментировали общественники. Так, Александр Слободчиков призвал общественность включиться в работу по выбору площадки под мусоросортировочный комплекс. Республике необходимы современные комплексы по переработке мусора, иначе в скором времени мы рискуем столкнуться с очень серьезными экологическими проблемами. В то же время я считаю, что процесс выбора площадок под такие объекты должен быть максимально открытым и учитывать мнение всех заинтересованных сторон – общественности, местных жителей, экспертов, экологов. Сама же площадка должна строиться с учетом всех современных требований, а главное – быть безопасной для экологии. При этом общественник подчеркнул, что простых обсуждений и круглых столов будет недостаточно. Совместно с экспертами необходимо выехать на каждую площадку, провести необходимые замеры, поговорить с жителями, представителями надзорных структур и органов власти, и только потом делать выводы. С ним солидарен и эколог Андрей Тентюков. Очень важно, чтобы и наш Минприроды, и наш региональный оператор перед выбором места строительства достаточно подробно бы разъяснил общественности, что и как там будет строиться, что и как там будет обрабатываться, перерабатываться, и что в результате будет получаться. При строительстве объекта в Коми учтет и опыт соседних регионов. Это позволит ускорить работу, чтобы выполнить показатели нацпроекта «Экология», по которым к 2024 году 36% отходов должно уходить на переработку. А к 2030-му объем мусора, направляемого на полигоны, должен снизиться и вовсе наполовину. Ксения Лосева, телеканал Юрган.